этаж, соответственно, отводился именно для кухни. Верхний этаж, если у них было потомство, соответственно, для детей. Знакомство с историей. Что их недельный тур в Ингушетии окажется таким насыщенным, поначалу они даже не подозревали. Группа из 40 туристов из подмосковного Королева и Смоленска в республике впервые. Красотой, обычаями и традициями народа очарованы. На самом деле понравилось все. Очень колоритная, очень необычная страна. Узнали много, но поскольку первый раз на Кавказе, только слышала, никогда не видела. Но в этом году так вот мне довелось новогодние праздники посетить Ингушетию вместе с мужем, семьей и вот с группой. Это своего рода новогодний туристический корпоратив. Еще до того, как оказаться на равнине, они провели несколько дней в горной Ингушетии. Посетили Вовнушки, Эгикал, знаменитый храм Тхабаерды. Но уехать, не увидев знаменитую башню Согласия, гости не могли. А потому, несмотря на холод, штурмуют ее своим любопытством. Ведь когда еще у них появится возможность оказаться внутри самого высокого этнографического музея на Кавказе? Когда девушка выходила замуж, к примеру, да, они все сшивали и так далее, должна была сама себе шить свадебное платье. И как бы собрать приданное вот такого рода сундуках и как бы поехать на встречу своему мужу. Особенно понравился гостям и тронный зал. Фотографии буквально на каждом шагу. Павел Михайлов на новогодний корпоратив взял с собой жену. До этого про Ингушетию он слышал разве что по телевизору. Мало чего слышал. Ну, конечно, название слышал. Естественно, там что-то в новостях было, но, как правило, что-то негативное скорее. Вот, то есть какой-то такой фон. А приехав сюда, я увидел, что люди очень добры. Вот, и вообще, очень приятно как бы общаться с вами. То есть, как бы совсем отношение поменялось абсолютно. То есть Ингушетия не такая страшная, как кажется на первый взгляд? Да нет, конечно, да нет. То есть очень даже приятно здесь находиться и очень все душевно, гостеприимно. А приедете сюда еще раз? Ну, думаю, что, конечно, приеду, да. Хочу привезти сюда родителей, потому что я думаю, что им будет интересно все это узнать. И такие эмоции почти у каждого. А поднявшись на смотровую площадку башни, еще раз убедились, насколько прекрасен Магаз. Для Екатерины Михайловой эта поездка запомнится надолго экстремальным путешествием к Экачожинскому водопаду. Мы были не подготовлены в плане экипировки. И возвращение было таким запоминающимся. Благодаря только гиду я, наверное, добралась. Уже хотели вызывать МЧС, но я лично. Но нам сказали, что нам нужно надеяться только сейчас на себя, на гида. Вот, поэтому это, конечно, запомнилось навсегда, я думаю. Туристов впечатлила не только архитектура, горы и красота здешних мест, но и сами люди. Люди здесь замечательные, и вот эти все истории, которые так у вас передаются из поколения в поколение про гостеприимство, это, наверное, действительно правда, и это очень заметно. Ну, а про город, прекрасный современный город, я первый раз здесь, несколько раз был проездом, но так не удалось. Ну и отдельно хотел бы про башню Согласия сказать. Это действительно даже достояние, наверное, не только Магаса, республики, а я бы сказал, наверное, федерального масштаба. Очень потрясены. Туристы этой группы – сотрудники одной компании. Вместе с родственниками уже по сложившейся традиции в новогодние праздники они всем коллективом путешествуют по уголкам страны и мира. Ингушетия стала для них настоящей находкой. Сюда они вернутся снова и не раз. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.